Сарта мажарак, саузанада майфидивак, канзанадын мажарак. Нет, это не Гнесинка и даже не лицей искусств, а самая обычная Владикавказская школа, и виртуозные рулады в ней исполняет, нет, не учитель музыки, а самый настоящий директор. Для Людмилы Андреевны Караевой пение – это отдушина. Обладая приятным, звучным голосом, успешно солирует много лет в школьном хоре. Но настоящей страстью Людмилы Караевой вот уже 28 лет является 30-е общеобразовательное учреждение. Это сейчас 11-летка, так сказать, образцово-показательная. Но тогда, в самом начале, новому руководителю пришлось сразу проявить твердость характера и показать свои организаторские способности. Пришла, школа была аварийная, и сразу я обратилась к своим выпускникам. Это тяжелые годы были. 94-й, 5-й, 6-й год, это, вы же знаете, какие тяжелые годы были. Но я добилась этого ремонта. И даже когда в самый разгар ремонт был вдруг остановлен, Людмила Караева не стала охать, а сразу направилась за твердой рукой не к кому-нибудь, а к самому главному. Пошла к Галазову. Знаете, очень легко я попала к нему. Когда я ему рассказала, он встал и даже говорит, это не беспокойтесь, ваша школа будет отремонтирована до сентября. Слово свое Галазов сдержал, и 1 сентября дети сели за родные парты. С тех пор, конечно, здание не раз ремонтировалось, но свое боевое крещение Людмила Андреевна с достоинством прошла. Во главе школы стала безусловная величина. Но, к сожалению, это поняли не все и не сразу. 5 лет я работала над дисциплиной, потому что школа была разрознена очень. Много было таких нерадивых учеников и так далее. И я очень боролась, можно сказать, сильно боролась. С сигаретами, там, с опозданиями, с формой. Всеобщую школьную форму в Новой России отменили в 1992 году то ли от безденежья родителей, то ли от чувства свободы. С приходом Людмилы Андреевны вернулась форма не только порядка, но и одежды. Форма должна быть в школе. Вы же знаете, что в наше время кто-то богаче живет, кто-то бедно живет, вот, а форма их уравновешивает. Вы видите, что они все в форме, волосы собраны, ни одной челки нет. Мальчики должны быть в галстуках, похожие на мужчин. В сфере образования Караева была не новичком. За плечами был опыт преподавания химии в 46-й школе и работы завучем в 11-й. Но педагоги авторитета нового директора так признавать и не хотели. К порядку приучать пришлось не только учеников, но и учителей. Очень трудно мне пришлось, очень трудно, потому что какие-то подводные течения были здесь со старыми кадрами, хотя они очень знающие учителя были. Когда я пришла, смотрю, звонок прозвенел, и никто не заходит из учителей на уроки. И вот я столько ходила вот по кабинетам, чтобы они зашли вовремя. За 5 лет, конечно, я школу изменила. Людмила Андреевна из потомственных учителей. Отец Людмилы, Андрей Мусаевич, был крепким коммунистом, более полувека проработал в школе. В тяжелые послевоенные годы он многим сиротам заменил отца. Заслуженный учитель Осетии, отличник народного образования, орденоносец. Андрей Мусаевич был первым, кто удостоился награды во славу Осетии. Настолько его любили дети, да, и каждый день они приходили. Андрей Мусаевич, когда вы выйдете, и тогда мы вам будем помогать. Только вы выйдете, больше нам ничего не нужно. Был личностью, которую любили
и безмерно уважали. Очень хорошо, что мы видим продолжение этого. Сама Людмила Андреевна, сестра ее Сильвия Андреевна, тоже работает в системе народного образования. Брат их. Вот корни Людмилы Андреевны, очень большого педагога, большого руководителя. Ее знают, что если есть возможность, нужно мальчишку или девчонку отдать в 30-ю школу, потому что там порядок, потому что там такая отеческая, материнская опека детей. А за всем этим стоит наша Людмила Андреевна. Мой сын является уже представителем 3-го поколения Тускаевых, которые учатся у династии педагогической Караевых. Я с детства в своей семье слышала такое сочетание Андрей Мусаевич. Потом, когда подросла, уже поняла, что это был, оказывается, учитель всех моих теть, дядь, папы. Конечно, у Людмилы Андреевны другого выбора не было, кроме как быть педагогом с большой буквы. И когда дети мои уже стали школьного возраста, естественно, даже мы не задумывались о том, куда нам пойти в школу. Как и в любой организации, я считаю, что основная роль принадлежит руководителю. Людмила Андреевна, она смогла сплотить и создать такой коллектив, который не только дает знания нашим детям, но и воспитывает их, учит их каким-то жизненным урокам. У меня создалось такое впечатление, что для нее это не просто профессия учителя, руководителя, директора, а именно это как образ жизни. Наши дети очень отличаются на фоне всех других детей. Вот когда они выезжают на олимпиады, допустим, на какие-то конкурсы, порядочно себя ведут всегда. Внешний вид у них совершенно другой бывает. Я полностью бываю спокойна и уверена в том, что мой ребенок, находясь в школе, никуда не уйдет со школы, никуда не ввяжется, ни в какие. То есть здесь за ними хорошо смотрят, воспитывают хорошо. Кого я больше ругала за эти 28 лет, они своих детей уже, у них свои дети, эти ранние выпуски. И они приводят их сюда. Я же говорю, вас сильно ругал, зачем вы их приводите? Поэтому я их привожу, говорит один мне вот так. Все буквально сюда приводят своих детей. Это удивительно. Нельзя в кроссовках, а не в туфлях. Или прическа неаккуратная. Из-за длинных ногтей. Она следит за дисциплиной всегда. Нужно вести себя так, как надо в обществе себя вести. Смотрю, как в корейских, Южной Корее, значит, это требует требования. В японских школах как требует, в китайских школах. Знаете, там очень строго, очень строго. И ничего. А зачем они должны приходить с такими ногтями, или же накрашенные и так далее? Это же ученики. Бесспорно, что не все родители являются апологетами ригоризма, строгости и порядка, и в 30-й школе они не исключение. Людмила Андреевна позволяет им оставаться при своем мнении, но своей парадигмы образования и воспитания не меняет. Она убеждена, что в строгости рождается порядок. Сейчас очень такой мир наступил, что соблазнов много, нехороших соблазнов много. И эти соблазны иногда подхватывают молодежь, и особенно дети. Очень большое влияние имеет интернет, как положительное, так и отрицательное влияние. Потому что то, что им не нужно, они узнают по интернету, к сожалению, к сожалению. А телефоны вы тоже по этой причине запрещаете? Я по этой причине запрещаю, потому что они отвлекаются на уроках. И так они привязаны к этим телефонам. Между родителями и детьми общения нет. Вместо того, чтобы копаться в телефоне, побеседуй со своим ребенком об учебе, о поведении. Некоторые дети из нашей школы ее боятся, но я думаю, что ее не стоит бояться, потому что она очень похожа на мою маму. Она ругается на нас не просто так, а хочет, чтобы мы выросли достойными людьми. Она очень строгая, но справедливая и очень любящая.
Я даже уже знаю, кем хочу стать, таким же директором, как и она. Я уже год учусь в 30-й школе. И могу сказать, что Людмила Андреевна строгий директор. Ее даже взрослые боятся. Но я не боюсь, потому что знаю, что она добрая. Людмила Андреевна любит порядок и дисциплину. Она ответственная, переживает за нас, чтобы мы выросли хорошими людьми. Что она строгая, я уже в этом убедился. И еще она добрая, я это понял, когда на празднике азбуки она меня погладила по голове. Когда я впервые пришла, мне уже сразу понравилась наша директор. Чем? Она справедливая, добрая, ну и, конечно, порядочная. Трудно поверить, что эта стройная, элегантная, со вкусом одетая женщина 45 лет уже у школьной доски. Был короткий перерыв, когда много лет назад, по воле судьбы, Ирина оказалась на холодном севере. Кто знает, вернулась бы Ирина Рамазановна в профессию, если бы не случайная встреча с Людмилой Караевой. После разговора с ней она вдруг поняла, как сильно соскучилась по детворе, по тетрадкам, по шумным переменкам. Как опытный психолог, Людмила Андреевна сразу считала эту тоску и пригласила педагога в 30-ю школу. Я пришла, увидела эти добрые личика, и мне захотелось снова творить. Вот я уже в данной школе творю 20 лет. Спасибо Людмиле Андреевне Караевой. Наверное, она не зря унаследовала учительское дело, потому что из поколения в поколение вся эта семья передает нам, всем остальным, как надо жить, как надо работать с детьми, как надо их любить. Впрочем, знания не только психологии, но и другие навыки и опыт надобны директору в каждодневной работе. С оговоркой «не для эфира» Людмила Андреевна рассказала, как защитила, нет, отвоевала в так называемые лихие времена свою легкомысленную ученицу, как было по-настоящему страшно. Но это не остановило ее даже на секунду. Я не хочу говорить, но девочка у нас одна с плохим поведением была. И вот из-за этой девочки к нам пришли, они 15 человек. А я же не знала, что такое мафия, там, Гесовская и так далее. И попросила начальника МВД, дайте мне, говорю, милиционеров. И я пошла туда, они были в подвале 45-й школы, к сожалению. А девочку я напугала, тебя убьют, говорю. Она уже не выходила из школы, родители приходили, приводили ее и увозили. Слава Богу, в 9 класс она закончила с 1 четверкой, остальные были 5. Родители меня очень благодарили, они и поехали после этого, конечно, они их не оставляли в покое. Вы же знаете, что за группа была. Я после узнала и начала сама бояться. Людмила Андреевна не знает, как сложилась судьба этой девочки, но болеет и искренне радуется успехам каждого ученика. Я помню свои первые дни в этом новом для себя месте. И, конечно же, в первую очередь, что меня больше всего удивило и что вызвало во мне такой большой авторитет и уважение, это, конечно же, образ нашего директора школы Караевой Людмилы Андреевны. Даже сейчас вот я с вами разговариваю и боюсь, что она увидит, что я без галстука, потому что дисциплина в нашей школе всегда была на первом месте. Она в первую очередь добрый человек, настоящий педагог. Благодаря ее урокам дисциплины мы смогли сохранить в себе те самые лучшие качества для дальнейшего роста и развития. Не будем делать секрета из того, что профессия учителя теряет престижность. Если раньше труд педагога славили в кинематографе, литературе, в стихах и песнях, то сегодня фильмы снимают точно не о них. Почему они нынче на задворках общества – это, как говорится, тема для другой передачи.
тем приятнее, что выпускники 30-й школы все чаще выбирают преподавательскую деятельность. Хета Костаев всего 4 года в школе, но уже пробовал себя в республиканском конкурсе «Учитель года» и занял, между прочим, не последнее место. Каждый из этих педагогов, которые до сих пор, как минимум рады меня видеть, потому что я очень часто прихожу в школу, каждый из них помогает мне по сей день, помогает в моей преподавательской деятельности, подсказывают, дают советы, наставления, и в частности Людмила Андреевна. Я знаю, что в любой момент я могу прийти, даже если она будет чем-то занята, она будет отвлекаться, и как минимум, опять же повторюсь, она поможет мне, подскажет и посоветует только то, что поможет мне в дальнейшем. А вот Лаура Дудаева – учитель танцев. В родной школе приобщает детей к искусству и помогает узнать им свои национальные корни. По окончанию школы ко мне пришло предложение от Людмилы Андреевны стать педагогом. Я педагог доп. Образования, веду хореографию. Я, конечно, согласилась, работаю здесь уже 5 лет. Как вам в своей школе преподается? Меня здесь тепло встретили, так как я здесь училась 11 лет, всех педагогов я знаю, и мне было очень комфортно здесь находиться и работать. За почти 85-летнюю историю школа снискала себе славу кузницы кадров. В свое время здесь учились Юрий Берагов, Александр и Николай Ходовы, Саламджири Саламов, Михаил Шаталов. Успех этих людей, как и многих других, состоялся в том числе и благодаря учителям. В 30-й школе традиционно сильный педагогический состав, фамилии многих из них на слуху. Это и флагманы образования, и лауреаты всевозможных российских и республиканских конкурсов, и учителя года, и наставники. У нас 5 наставников, хотя все могут быть наставниками. Стажировочная площадка по физкультуре, по информатике, по психологии. Много таких у нас вещей. По изобразительному искусству. К сожалению, нового притока почти нет. Кем нас заменят, я не знаю. Молодежь не хочет приходить в школу. То ли из-за зарплаты, то ли из-за знаний, потому что знаете, это уже как бы не подготавливает учителей. Учителю надо платить больше. В любом развитом государстве на первом месте учителя-врачи, потом юристы. У них высокие зарплаты, у них много льгот у учителей. С ней очень легко работать. Она, да, строгий директор, но справедливый, никогда не обидит и всегда выслушает. Это очень важно в работе. По любому вопросу, если я к ней подхожу и мне что-то нужно для работы, мячи, скакалки, обручи, что бы я ни сказала, она всегда найдет возможность или спонсорскую какую-то помощь, или еще, или сама, но она это купит, принесет, доставит. Лишь бы работали, лишь бы делали, лишь бы участвовали во всех конкурсах, которые только можно участвовать, и развивались. Атсамаз Гаглоев, Владикавказ, Республика Северная Осетия, Алания. С 1992 года самые эрудированные ребята со всех уголков России на гуманитарной телевизионной игре «Умницы и умники» получают свои пропуска в самый престижный вуз страны. Ведущий программы профессор Юрий Вяземский всегда с уважением и большим пиететом отзывается о 30-й школе города Владикавказ. Жадные до знаний ученики с завидной регулярностью участвуют в этой легендарной интеллектуальной телеолимпиаде и даже становятся победителями, а это что-то да значит. В нашей школе работают очень профессиональные педагоги, учителя, на самом деле учителя с большой буквы, и всем им я очень благодарен. Безусловно, без такого ответственного и требовательного руководителя, как Караева Людмила Андреевна, все это было бы невозможно. Каждый выпускник 30-й школы, он всегда отличается от выпускников других школ. И даже на примере МГИМО я знаю выпускников 30-й школы, которые учатся в МГИМО, и о них очень-очень хорошие отзывы от преподавателей, от, допустим, даже ведущего программы «Умницы и умники» Юрия Павловича Вяземского. Жизнь, оттачивая ум,
душу сушит, писала поэтесса Серебряного века Марина Цветаева. И в наше время, кроме превосходных умственных упражнений, важны, простите за пафос, и уроки для души. Людмила Караева во второй своей ипостаси – человек творчества, с детства солировала в хоре. Однажды даже на каком-то конкурсе ее заметили и пригласили в школу при консерватории имени Чайковского. Но, как часто было тогда в традиционных семьях, отец не отпустил. Но несмотря на это, творчество в ней никогда не заканчивалось. К нему приобщает и своих подопечных. Ребята занимаются в кружках пения, танцев и актерского мастерства. 12 выпускников 30-й школы стали известными актерами, режиссерами, дирижерами, певцами и хореографами. Я пришла с этой мыслью, чтобы создать эту театральную студию. И Людмила Андреевна с удовольствием поддержала меня. Когда мы даже идем на конкурс, спектакли, когда вот мы вывозим, всегда Людмила Андреевна приходит как судья, все оценивает, даже какие-то замечания делает. И мы после этого уезжаем и побеждаем. Хотя она преподаватель химии, но она человек творчества. Она сама прекрасно поет, прекрасно разбирается в искусстве. Меня всегда тянуло к сцене. Так, Замира Бексултановна Меликова, это педагог актерского мастерства, в один день заметила меня и стала готовить меня. И вот так вот случился мой выход на сцену. Я их воспитываю в Остинском духе. Они даже, если вы заметили, они здороваются по-остински. А если армянка? Тоже здороваются по-остински. Они же проходят все остинский язык. Самое главное, чтобы отсюда выходили нормальные люди. Нормальные, воспитанные, образованные люди. Вот это моя задача. Внешне это очень строгий, очень требовательный руководитель, директор. И, в общем-то, наверное, это необходимо. Без этого бы, наверное, не сложилась та империя, которая называется школа номер 30, в которой все так отлажено. Я хочу сказать о невероятной любви. Наверное, понятное дело, что человек без вот такой безмерной любви к детям и к тому, что он делает, наверное, бы не достиг того, чего достигла Людмила Андреевна. И, не знаю, мне кажется, это в основе всего лежит. Вот эта вот самая любовь, и она у нее есть. И дай Бог ей многие лета, чтобы она могла сеять вот это разумное, доброе, вечное. Желаний много, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они учились нормально, чтобы поведение было на уровне. Вот я все-таки иногда боюсь, что там они за пределами школы делают, чтобы наши ученики были самыми лучшими. Наравне с этим, конечно, они должны любить Родину и делать полезное для Родины. Каждому свой посох и своя тропа, говорят, и у жизни своя колея. Судьба уготовила Людмиле Караевой стать педагогом и руководителем. Школа зиждется на таких ярких и неординарных педагогах, но внутреннее содержание понятия «учитель» не меняется никогда. Терпения вам, Людмила Андреевна, мудрости и святой веры, что все получится.